Моче Челелек. Здравствуйте, дорогие гости и участники открытия выставки МИД Челе, что по-юкагирски означает «наш свет». Автором выставки является молодая художница Екатерина Суржанинова, которая пишет картины на тему Крайнего Севера. Любовь к живописи, по словам художницы, пришла тогда, когда она стала работать на тему коренных малочисленных народов Севера. Екатерина также знает идеографическую, то есть рисуночную письменность своего народа. Первое упоминание о такой системе письма у юкагиров было сделано у отбывавшего ссылку на Колыме народовольца и исследователя Севера Самуила Моисеевича Шарготского в 1895 году. На этом письме люди изображались в виде стилизованных лиственниц, поскольку, согласно верованиям юкагиров, каждый человек имел родственную связь с деревом. Знаки юкагиры наносили ножом на бересте. Письмо, как и материал для письма, называлось у них тос или шангар шурля.
Хочу поздравить, во-первых, всех с открытием выставки, потому что считаю, что данное мероприятие, в нем как бы задействованы были очень много людей, очень много сил. Даже не счесть, кто участвовал в создании, в организации этой выставки, и даже все картины, которые были написаны в разных районах. Там, естественно, была поддержка местного населения, кто встречал, кто возил. Вот поэтому я считаю, что все эти работы – это плод наших общих стараний. И сейчас вы видели театрализованное представление, где визуализировалась одна картина. Это «Солнечный олень. Свет в рогах оленя», где солнечный олень – это олицетворение человеческой мечты. И каждый из нас, как охотник, человек, который гонится за своей мечтой, чтобы получить счастье в виде солнца в его рогах. И нам каждым нужно помнить о том, что солнце, оно, как же и счастье, оно вокруг нас. Нам просто нужно это видеть. Все. 19 марта отмечается День Арктики в Республике Саха-Якутия. Праздник был учрежден главой РСЯ 11 декабря 2014 года. Цель Дня Арктики – объединить людей, проживающих в условиях Арктики, поддержка и развитие арктической зоны Якутии. И крайне примечательно, что данная выставка открывается в преддверии Дня Арктики. Слово предоставляется заместителю министра Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Михаилу Александровичу Погадаеву.
Я, во-первых, хотел бы от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера нашей республики всех поздравить с открытием этой замечательной выставки, которая задумывалась давно. И на самом деле, как Екатерина сказала, очень многие люди были задействованы в организации этой выставки. Вот. И действительно очень отрадно, что эта выставка открывается в преддверии Дня Арктики в Республике Саха-Якутия, который мы будем отмечать 19 марта на следующей неделе. И отрадно то, что вот наша молодежь, наши молодые люди из числа коренных малочисленных народов Севера имеют такие таланты и активно работают. Вот Екатерина на самом деле такой человек, она очень трудолюбивая, очень много ездит и много работает. И вот мне хочется выразить ей огромную благодарность за ее активную позицию гражданскую, да, и то, что она часто ездит и к себе на родину, и на малую родину, так скажем, Нижнеколымский район, и работает непосредственно на местах с людьми. Вот мы уже которую выставку, да, Екатерина, сегодня открываем. Я очень рад за твои успехи. И наше министерство, конечно же, будет продолжать поддерживать наши молодые таланты. И мы надеемся, что вот те задумки, то, что было задумано, провести еще выставки и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в зарубежных странах, это все будет реализовано. Вот, мы будем стараться, чтобы и средства находились, и чтобы организационно помогали в организации этих выставок. Вот в Петербурге уже тоже ждут Екатерину. Вот у нас постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге уже написали нам о том, что в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге хотели бы организовать выставку работ нашей художницы Екатерины Суржаниновой. Ну и есть еще у нас и задумки по проведению такой выставки и в Москве. И вот когда летом тоже у нас была, ну, такая идея была, Лариса Риясовна Кулаковская, которая вышла, это установка памятника Теки Адулоку в Болгарии. И здесь тоже работа пока ведется, но будем надеяться, что она тоже будет реализована. И в рамках вот установки памятника возможно было бы организовать выставку работ Екатерины. Ну и всем хотелось бы мне пожелать сегодня насладиться вот творчеством, культурой наших народов, да, и почерпнуть для себя новые идеи, новые мысли о развитии Арктики, о сохранении традиций, культуры, родных языков наших народов. И это, наверное, тот посыл, который вот Екатерина пытается нам всем дать, то, что всегда наступает день, всегда солнце встает, и появляется у человека надежда на лучшее, что будет мир, что будет добро, счастье на нашей земле, и что оленей станет больше, и что люди в Арктике будут также жить, сохраняя свои традиции, свои языки, свой уклад жизни. Поэтому еще раз я благодарю Екатерину за ее работу. Ну и всех организаторов, коллег из Министерства культуры, Министерства образования. Этот замечательный, эту площадку, музей «Моя история, моя Россия», тоже благодарю за то, что пошли навстречу и вот так замечательно все оформили. Поэтому еще раз всех поздравляю и желаю всего самого наилучшего. Спасибо. Слово предоставляется исполняющей обязанности руководителя отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Туяре Николаевне Тарабукиной. Добрый день, коллеги, добрый день, исторический парк, Катя, участники, ну и гости этой выставки, да? С Катей мы познакомились, работая над одним проектом, и вот передо мной, я никак не думала, что передо мной предстоит такая маленькая, хрупкая, молодая художница, но ее взгляд меня очень удивил. Мне показалось, что это был взгляд
человека, который прожил очень длинную жизнь. И потому что в разговоре над проектом она понимала сразу и рисовала в своих глазах то, что собирается реализовать. Это было очень необычно. И впоследствии с Катей вообще нас связывают интересные какие-то вещи, да, которые реализовываются. Ну, и в этот проект, в частности, тоже, да, мы обсуждали. Арктик. И самое интересное, что эта выставка открывается в преддверии Дня Арктики. Да? Арктика — это такое понятие сейчас не только географическое, но для людей, для многих в мире Арктика предстает как лед, да, и что-то такое холодное. На самом деле за Арктикой скрывается настоящая жизнь, о которой не знают многие люди. И сегодня на этой выставке в историческом парке люди могут познакомиться через призму и взгляд Кати, художественного ее взгляда. Я очень надеюсь, Катя, что посетив эту выставку, гости, зрители, они действительно проникнутся тем духом и растопят и этот свет, наш свет, растопит в них этот лед, холодный лед, и наступит светлое, красивое будущее. Я желаю тебе дальнейших творческих вдохновений, открытий и много благодарных зрителей твоего творчества. От имени министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Афанасия Ивановича Ноева разрешите мне вручить... Ой, можно, да? Вот и люди. Вручить каталог «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Это уникальное издание. Ты прекрасно об этом знаешь. Я знаю, что у тебя нету именно этого тома. И вот тебе. Ну и цветы. Слово предоставляется директору музейного комплекса «Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Уважаемые друзья, уважаемые гости, дорогая Екатерина, сегодня очень действительно такое важное, знаковое событие в нашем музейном комплексе, потому что, может быть, не так часто мы проводим такие вот творческие проекты, персональные выставки художников, тем более таких неординарных, оригинальных художников. Екатерина, она происходит у нас практически с крайнего севера, с берега Северного Ледовитого океана. И, конечно, это говорит о том, это творчество большое, что, наверное, Арктика, эта суровая, о которой сегодня говорила Вера Николаевна, она дает много поводов для творчества и родит очень много талантов, которых мы знаем. И конечно, то, что эта выставка у нас состоялась, это тоже все-таки, наверное, сила духа в определенном смысле Екатерины. Потому что, по разным причинам она с прошлого года у нас переносилась. Вы знаете, что эта площадка довольно-таки напряженно эксплуатируется разными мероприятиями. Но мы тоже шли навстречу и прилагали все возможные усилия, чтобы она состоялась. Я лично ознакомился с творчеством Екатерины в галерее «Юргель», которая находится на Лермонтова. И помню, меня очень сильно поразили глубиной вашей картины. И я бы хотел, я в тот момент, у меня родилась такая мысль, что если бы это когда-то состоялось в историческом парке, то, наверное, наши посетители, а у нас самые разнообразные посетители от мала до велика,
приходят к нам около 100 тысяч посетителей ежегодно, вот, и чтобы они имели возможность соприкоснуться с вашим творчеством. Наверное, символично, что выставку мы открываем в преддверии Дня Арктики. Вот, это действительно такое приятное совпадение, и я думаю, что это не случайно. Вот, сейчас проходят Дни Арктики, я слышал, вот Михаил Александрович проводит эти дни по всей республике. И буквально позавчера тоже такое получается интересно совпадение, не совпадение. Да, ну получается совпадение, я думаю. У Екатерины день рождения. Вот, я хотел бы ее поздравить. Вот это, наверное, такой подарок ко дню рождения, а персональная выставка для творческого человека, я уверен в этом, это очень большое событие всегда, да? Вот, мне бы хотелось вам пожелать такого бесконечного творческого вдохновения. И вот когда художник подпитывается вот именно натуральными видами, да, и стремится попасть в среду, чтобы отобразить, да, вот эту вот красоту природы, своих героев, да, как бы сказать, не на память или вот как-то, да, то это, конечно, это большие усилия, тоже это большие и финансовые, необходимо ресурсы здесь, да. Поэтому вот то, что вы очень целеустремленный человек, это тоже, видно. Вот. И спасибо вам за эту целеустремленность, за ваше творчество, вот за то, что вы нам дарите этот прекрасный повод ознакомиться с вашим искусством и наших посетителей. Нашим посетителям тоже. Мы за это вам очень благодарны. Желаем вам творческого вдохновения, добра, улыбок, оптимизма, потому что весна, День Арктики, день рождения. Так что давайте поздравим Екатерину и пожелаем ей доброго пути в ее творчестве. Так, и я хотел преподнести наш скромный букет с открытием выставки. Поздравляем. И тут наш скромный, но со смыслом сувенир. Спасибо. Слово предоставляется исполняющей обязанности председателя Ассоциации юкагиров Ирине Сергеевне Куриловой. Добрый день. Казалось бы, совсем недавно мне в социальной сети написала молодая девушка, сказала: вот, меня зовут Катя, у меня юкагирские корни, у меня есть я рисую, у меня есть открытка на северную тематику. Потом мы с ней уже воочию познакомились в 2016 году на форуме молодежи коренных народов из Хатын. Я как журналист, конечно, сразу заметила ее творчество, ее картины. И подумала, что надо со временем с ней делать интервью. Потом у нее были такие выставки, я вот как раз свидетель того, как она становилась, вот когда художницей, как она выставлялась, вот первые ее выставки, когда она в коллективе там с другими художниками выставлялась, потом персональная выставка в арт-галерее Ургел, потом наше первое интервью в 2019 году. Я считаю, что я приложила даже руку для того, чтобы Катя получила вот такую известность в нашем обществе. И вот сейчас вот эта выставка вот просто замечательная, вот этот ее рост, это просто очень заметно, очень сильно заметно, и то, что она очень отрадна, что она не забывает ни в коем случае свои корни, она вот съездила на большую экспедицию на Колыму, на нашу родину с ней. Я хочу сказать, что пожелать Кате дальнейших от имени нашего народа, от нашей ассоциации, конечно, больших творческих успехов, что всегда реализовывались ее творческие планы. И, конечно, всегда помнить о нас, о юкагирах, всегда быть с нами. Спасибо тебе, Катя, за творчество. И вот наш маленький подарок от нас, и с днем рождения. Спасибо.
Слово предоставляется члену Союза художников России, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, председателю экспертного совета при художественном фонде Союза художников Якутии Николаю Никитичу Чудчасову. Добрый день, дорогие гости, дорогая Катя. Поздравляю с открытием очередной персональной выставки. Как я погляжу, работ стало больше, они стали как-то мощнее, сильнее. Катя работает очень скрупулезно, очень тонко, очень долго, целеустремленно и находит свои образы не только как по велению сердца, но и с грамотностью профессионального художника. Поздравляю тебя с открытием выставки. От Союза художников у нас приветственный адрес. Уважаемая Екатерина Афанасьевна, Союз художников искренне поздравляет вас с открытием персональной выставки. В этот торжественный день позвольте нам пожелать вам дальнейших успехов, высоких достижений в вашем творчестве. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И там каталога Союза. Слово предоставляется руководителю проекта народной дипломатии ИСАХ в Европе, ИСАХ мира Ларисе Рясовне Кулаковской-Велисавлевич. Здравствуйте, для меня большая честь быть приглашенной на такое мероприятие. Дорогая Катя, вы, конечно, большой талант. И ваш талант должны увидеть весь мир. И, как сказал господин Погадаев Михаил, правда, вас ждут в Болгарии, двор кириллицы. Господин Алексанян, он уже выходил, приглашение отправил в МВС наш. Вас ждут в Сербии. Там уже ведется работа о вашей выставке в музее города Белграда. И хочу сказать, что здорово, что у нас есть такие люди, как Катя. Здорово, что юкагирский народ, я просто обожаю юкагирский народ. Впервые в моем проекте, в нашем проекте «Исых мира» принимали участие ансамбль юкагирский в Рижском Исыхе. И язык юкагирский просто меня очаровал, я влюблена. И очень символично, что летом на Исыхе Лонхо в Аймеконе вот мы познакомились с Катей. И в здании там же проходила выставка, посвященная моему деду Алексею Алексеевичу Кулаковскому, Аксакуляху Алексею. Катя, желаю вам, что для творческого человека важно, чтобы вас знали не только Якутия, не только Россия, но чтобы вас знали во всем мире. Слово предоставляется председателю ассоциации Лора Ветланов Чукчей Республики Саха-Якутия Дьячковой Жанне Андреевне. Я тыктум гетури, майнга шонгет, кургак варгана шонгет, мотан шонгет Екатеринин Суржаниновын. Дорогая наша Екатерина, от души мы хотим поздравить тебя с такой замечательной выставкой. Я считаю, что это как вершина тех мероприятий, которые были задуманы нашей ассоциацией Республики Саха-Якутия, а также Нижнеколымского района, потому что в 2023 году мы справляли 100-летний юбилей выдающегося сына чукотского народа Николая Ивановича Таврата. И одна из выставок, которая была запланирована в Нижнеколымском районе, также входила в ряд мероприятий по этому большому поводу. Я сейчас смотрю эти картины, я их видела, но они как-то всегда открываются по-новому. Такое ощущение, как будто бы ты снова открываешь для себя эту картину. Они такие глубокие, они очень родные. Тут наши родные лица, вот Люба Конешникова, Алевтина Слепцова, с той стороны у нас Иван Слепцов. Это наши земляки, и я так рада, что
Екатерина вот просто мастерски передает ту внутреннюю природу, богатую внутреннюю природу северянина, а также колорит и специфику родного края. Мы вот с племянником тоже ходили, смотрели, любовались картинами, такое впечатление, как будто как фотографии, как 3D. Вот такое ощущение, вот настолько она профессионал кисти. Я думаю, с этим многие согласятся. И хочется пожелать нашей Екатерине, нашей звездочке районной, еще больших высот достигнуть и расширяться. У тебя сегодня уже вот видно, что горизонты твои расширяются. Мы рады за тебя и желаем еще большего прославления своей земли, еще большего показа наших северных просторов, да, нашего богатства родного края. Желаем тебе здоровья, а также здоровья твоим родным и близким. Веченька, спасибо. Прими от нас вот такой вот подарок тоже и ко дню рождения, и к выставке. Объявляется открытый микрофон. Все желающие могут выступить и сказать свое слово. После чего состоится общее фотографирование. Добрый день, дорогие друзья! Дорогая Катюша, поздравляю с открытием еще одной выставки, которая, как и ты хотела, наконец-то открылась в этом здании нашего исторического парка, который, конечно, может предоставить такую возможность, чтобы вот твои картины были показаны именно в инсталляциях, да, как ты всегда хотела. Еще раз поздравляю и рада, что опять же написала экспликации твоей выставки. По-моему, это 2-й или 3-й раз. Ага, у входа, да? Спасибо, что все пришли. Я очень рада, что солнце севера светит сегодня для всех нас. Да будет свет! Уважаемая Катюша, разреши от имени жителей нашего Нижнеколымского района, от имени учреждения культуры поздравить тебя с таким замечательным, знаменательным днем. Действительно, как все вышесказавшие сказали о том, что действительно то, что ты делаешь, это очень важно. И это делается не зря, потому что именно настоящие люди живут и освещаются настоящим солнцем. Желаю тебе, Катюша, нашего здоровья, как наш якутский алмаз. Чтоб твой путь освещала полярная звезда наша. Чтоб ты ощущала все краски, как наше красивое северное сияние. И чтоб в твой круг друзей под звуки чукотского ярара входили новые друзья. С днем рождения и поздравляем с знаменательным праздником. Дорогие друзья, я вас поздравляю с открытием выставки. Хочу сказать, что Екатерина очень за короткое время уже сделала много работ, и это видно. Я свидетель того, что как она начинала. Она стала у нас, республиканский конкурс мы организовали для народов Севера, и она там получила премию. Это был 18-й год. А в 2019 году арт-галерея «Юргель» она сделала свою большую первую персональную выставку. И тогда она заявила о себе, что есть такой художник. Ну, потом я вот наблюдаю, как она растет, как она пишет, ездит. Очень хорошо, отрадно, что она, главное, ездит по тем местам, где очень труднодоступным. Дело в том, что нашим художникам, особенно из Якутска, трудно добраться вот этот самый крайний север. Сами знаете, например, я тоже из далекого Анабара, свой район, сейчас билет стоит где-то 80 тысяч туда-обратно, если самому покупать билет как-то вот без льготы. Льгота дается только тем людям, которые там
живут. И также, наверное, Черский, да, Катерина? В Черском тоже билеты очень дорогие, да? Наверное, я думаю, это один из самых северных уголков нашей необъятной такой республики. Ну, я хочу похвалить, что она, невзирая на трудности, в смысле даже чисто транспортном плане, добирается до оленеводов. Я видел, как она работает, она очень хорошо ведет свой блог, так что сейчас современный человек, кто владеет, так сказать, соцсетями, но все видят, как она, что она делает, да, и она прекрасно пишет. Ну, такие короткие эссе, и это тоже мне нравится. Вообще народ Юкагиры очень талантливый. Как вы знаете, мой коллега Николай Курилов, это известнейший художник, народный художник Якутии, заслуженный деятель искусств. Он тоже оттуда родом, с Керского. И здесь Николай Николаевич присутствует, как вы знаете. И очень отрадно, что есть такие люди, которые продолжают именно эту традицию. И хотелось бы, ну что пожелать, Екатерина, самое главное работать с натуры и меньше увлекаться фотографией. И самое главное писать с натуры. И прямо надо писать этюды в таком живом виде. И это очень поможет тебе расти еще. И я думаю, Союзу художников уже пора подумать о том, чтобы она стала членом Союза художников России. Тут присутствует член правления Николай Чечасов. Я думаю, он передаст мои пожелания Ольге Скориковой, это председатель Союза художников Якутии. И думаю, что следующий набор она должна готовить свои документы, потому что человек уже назрел, и я думаю, работы достойные, и она вполне может стать таким самостоятельным профессиональным художником. И я желаю ей всего самого доброго, творческих успехов, с днем рождения, счастья, любви и много интересных новых работ. И разрешите мне вручить галерею Юргель, нынче исполнилось 30 лет, и она здесь в этом альбоме есть, своей первой персональной выставкой, поэтому хочу ее день рождения вручить ей такой наш юбилейный буклет, который мы издали в прошлом году. Ken madulpaw awajili. Met wadulngajang, tudal wadulang. Я думаю, мы поняли, что стоим Юкагиры. Я очень рад, что наконец появился художник Юкагир, Юкагирка. До 2014 года я был единственный юкагирский художник, профессионал. И я очень переживал, что за мной никто не появится. Поэтому я старался работать на всех техниках, которые я мог овладеть. И по этому поводу народный художник Якутии Афанасий Петрович Мунхалов один раз сказал друзьям, что, мол, Курилов занимается фантиками. Это потому, что я, когда появились новые материалы, эти фольга, красивые бумажки, потому что до этого я делал коллаж, любой коллаж, собирая хорошо иллюстрированные цветные журналы. И вот он, когда с ним встретились, я ему сказал: Афанасий Петрович, ребята сказали, что вы будто бы им сказали, что Курилов занимается фантиками. Афанасий Петрович смутился, и я ему объяснил, потому что якутских художников больше 70.
И каждый работает на своей технике. И поэтому, чтобы от вас не отставать, я пытался работать на всех техниках, на которых я мог показать красоту моей тундры. И вот теперь сегодня, у него до этого и выставка были, но, понимаете, чтобы сказать, что это художник, должна быть хорошая, основательная выставка. К тому же на таком уровне. Поэтому я очень рад, что она еще живописец и работает тоже на разных техниках. Вы видите графические ее работы, видите живописные, иллюстратор она. Вот. Поэтому мне просто остается пожелать ей, чтобы Катерина, не отставай от меня. Давай. Теперь нашему певцу, мелодисту Макару Семеновичу Курилову. Мала. Добрый день. Это рано погодим. Том чайлага. Да. Да. Тене огонь. Мани Екатерина. Мы воду да митманты качиды. Уменьшительно ласкать. Да. Вот. От имени Совета старейшин Якогирского народа разреши тебе поздравить с такой выставкой. И знаете, вот за эти дни я убедился, что у нее еще есть организаторские способности. Татлер, это томный дюга, амут налек, эльем дичон. Котейк явно рнестить, тет йога пуэн учих. Малле, амут на эбрек, томный дюга. Добрый день, уважаемые гости выставки нашей Катюши Суржаниновой. Мы действительно очень рады. Я разделяю радость Николая Николаевича Курилова в том, что у якогирского народа появился человек, который еще раз покажет миру, что есть такой народ. Мы говорим, якогирский народ, конечно, разных кровей у нас девушка. Я ее, в смысле, знаю по ее рассказам, дедушка, бабушка, мама, папа, но все равно, если мы говорим, что есть какие-то якогирские корни, то мы можем уже смело говорить, что она будет представлять якогирский народ действительно и еще раз покажет миру его талант. Я всегда говорю, что каждый якогир, который у нас есть в республике, он уникален. У него есть особый код, который вот дали ему донести до мира, вот будь то стихи, будь то писатели, и вот теперь картины художников, да, донести миру о какой-то древней некой цивилизации, которая была еще здесь задолго до наших народов. Мы все знаем, что якогирские огни, они сияют над всем миром. Якогир – это именно якогирские огни. И пусть эти огни сияют всегда, освещая, радуя, восхищая всех, кто наблюдает за ними. Я хочу сказать, что Катя, она очень целеустремленный человек. И она очень щепетильна вот во всем, что ее окружает. Мне это в ней очень нравится. Она вроде такая скромная, немногословная, но именно проявляет себя всегда, что мне даже вот люди, абсолютно ее не знающие, говорят: ой, есть такая у вас
художница КМС, такая интересная девушка. Вот как она везде успевает, картины рисует, в поездки ездит, говорит, буквально на днях одна моя знакомая. Говорит, вот как у нее все получается? Вы, говорит, ей помогаете, да? Как мы ей поможем? Мы ее поддерживаем ласковым, добрым словом и пожеланиями всего хорошего. Я хочу пожелать Кате, думаю, все согласятся, чтобы у нее творческий путь ее был долгим, интересным, насыщенным и приносил радость всем, кто ее знает. И кто ее не знает, даже вот сказали, что выставки ждут уже в Сербии, в Болгарии, Лариса Рясовна сейчас сказала. Поэтому пожелаем очень хороших новых выставок. Спасибо.